Настя студейка, ученица Дранской средней школы, несмотря на юный возраст, уже точно решила, кем будет. Девушку привлекает финансовое дело. Поступать Настя будет в Российскую финансовую академию. Я хочу поступить на экономику, финакадемию, потому что я хочу предоставить свои наиболее квалифицированные услуги. Мне нравится работа с финансами, то, что из себя представляет банковская структура. В других местах есть те возможности, которых нет здесь. И если человек хочет знать больше, хочет предоставить более квалифицированную помощь своей стране, то он, несомненно, должен получать такое образование. Возможность поступить в российские вузы абхазским школьникам не первый год предоставляет Россотрудничество. Для подготовки процесса сдачи экзаменов создана рабочая комиссия из представителей Абхазии и России. С абхазской стороны вопрос курирует вице-президент Виталий Габния. Мы со своей стороны сделали все, чтобы эти экзамены были абсолютно честными и прозрачными, поскольку конкурсность значительно возросла. Если в прошлом году было порядка 200 лимитов, то в этом году их всего 53, и это связано с тем, что идет общее сокращение бюджета Российской Федерации по всем направлениям. В Южной Осетии, к примеру, вообще 6 всего лимитов было подано. Каждая комиссия будет проверять все работы кандидатов по отдельности. В первую очередь будут проведены экзамены по профильным предметам – математика, химия, обществознание. Во вторую – диктант по русскому языку. Для поступающих по лингвистическим и филологическим специальностям профильным экзаменом будет диктант по русскому языку. Минимальная оценка, которую кандидат на поступление должен набрать на профильном экзамене, составляет 50 баллов. Мы придаем очень важное значение экзамену в Республике Абхазия. И в этом смысле хотели выразить признательность руководству республики за великолепную организацию процесса и за содействие в проведении, за участие в процессе. Мне прежде всего очень приятно видеть столько молодых людей с горящими глазами, желающих обучаться. В этом смысле, безусловно, каждый человек талантлив. И я прошу вас не переживать, если что-то вам покажется вашей неудачей, поскольку это все равно будет источником ваших дальнейших достижений, источником вдохновения. В среднем на выполнение задания дается 1,5 часа. Перед самим испытанием школьникам показали видео, где подробно рассказывается, как правильно заполнять экзаменационный лист. Составляли тесты с учетом специфики образования в республике, максимально приблизив к российским стандартам обучения. Тестовые задания, которые мы привезли, построены в формате ЕГЭ. Поскольку, уважаемые абитуриенты, вы будете учиться в российских вузах, а все российские студенты, поступающие по направлению бакалавриата, сдают ЕГЭ, и каким-то образом все-таки необходимо уравнять вас, хотя бы, с российскими абитуриентами, то по 4 предметам это формат ЕГЭ. Задания, уважаемые абитуриенты, по математике, по химии и по обществознанию, все-таки старались приблизить к заданиям таким же, как и для российских абитуриентов. Всего предоставлено 53 квоты, что в разы меньше прошлогоднего количества лимитов. Абхазская часть комиссии при отборе специальностей постаралась учесть в первую очередь пожелания и интересы самих абхазских абитуриентов, отмечает член комиссии Наталья Смыр. Старались более-менее объективно подойти с правилами по сдаче данных экзаменов. В рамках сдачи первого экзамена, хочу сказать, детей порядка 90 человек. Это в основном специальности, сдающие на экономические специальности. Но в целом, по информации, если говорить, то распределение квот, представляемых Республикой Абхазия, правительством Российской Федерации, это порядка 28 специальностей. По 28 специальностям предоставлены квоты. Из них 10 квот, то есть из 53, 10 квот это в основном на высшую школу, то есть это аспиранты, для аспирантов, то есть это педагогам нашего абхазского АГУ. Одна, по-моему, специальность таможня 3 квоты, и Росфинмониторинг это 1 квота, в целом 53, если посчитать.
Также мы достаточно четко и очень так обстоятельно обсуждали я думаю, буду говорить о том, что волнует наших людей. Вот, в частности, по тех детишек, которые идут на медицину. Комиссия посчитала необходимым, было порядка, значит, это 10% от представляемых квот, да, 53, да, 10% это порядка 5 мест на лечебное дело. Ну, мы попросили в виде исключения, нам дали 6 мест, в частности, по медицине. Из них вот 5 это будет бакалавриат, специалитет, и 1 пойдет это ординатура. То есть 6 мест представляется по лечебному делу. При себе абитуриенту разрешено иметь только синюю ручку и линейку. Проход в зал строго по паспорту. Конверт с заданием, присланным из Москвы, вскрывали в присутствии членов комиссии и абитуриентов. Результаты по первому экзамену математики будут опубликованы на сайте Россотрудничества уже к 23:00 23 апреля. Илана Казама, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.